Приветствую всех, Аяд Машвоваль. Алейкум салам. Всех я тоже приветствую, наших зрителей, слушателей. Сегодня 11 октября 2025 года, и у нас 163-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний наш стрим называется «Конец войне в Палестине, вопросительный знак, и ситуация в Украине и в Ичкерии». Об этом и многом другом мы поговорим. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на официальной странице Президиума правительства ЧРИ в Telegram-канале. Можете зайти, непосредственно принять участие. Именно для этого проводятся эти стримы в прямом эфире, для того, чтобы иметь коммуникацию с вами, чтобы общаться с вами, отвечать на ваши вопросы, друзья. Поэтому задавайте вопросы, будьте активными, принимайте участие в нашей сегодняшней беседе. И всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и никак себя не идентифицируйте, пожалуйста. Не распространяйте ссылку, это все отслеживается. И не пишите комментарии. Все остальные, конечно же, присоединяйтесь. Если я вам передаю, как обычно, слово. Добрый вечер еще раз. Массарга, салам алейкум, маршал Далы. Ситуация, конечно, в мире очень интересная, как и в прежние дни, но каждый раз все больше и больше новые новости. Новости каждый раз, когда объявляют, и по новостям, и везде всегда говорят, вот сейчас ситуация очень интересная, давайте послушаем. И приходится слушать. Что же интересного сейчас? Ну, сейчас речь, вот как по нашей теме, на Ближнем Востоке, Израиль и Палестина, там должен как бы решиться вопрос. Трамп к этому делу сильно подключился, и он делает все для того, чтобы как бы там вопрос войны затух. Арабы, там, Палестины и сами израильтяне ликуют, радуются, там пляшут, вот показывают поэтому все, да. Трамп обещает туда приехать и все это разрулить, хотя все к этому делу подключены. Мы в прошлый раз говорили, эти арабские, мусульманские страны, которые находятся вокруг Израиля и Палестины. Ну, наверное, так и будет сделано. Наверное, все же они подпишут какой-то договор, и как бы то ни подписали, ясно одно, что ситуация там все равно сложная. Израиль в любом случае не желает, чтобы там было создано государство палестинцев. А палестинцы не могут создать государство, не сделав ее столицей там, где находится у них святыня. Так что здесь вот ситуация непонятная, как она будет. И, видимо, Трамп поедет туда и будет оказывать давление. На это давление оказывают и эти все арабские страны, которые Катар, ну, и другие страны вокруг, которые там лежат, их много. И там этот вопрос как бы открытый. И Трамп поэтому, конечно, хотел, чтобы ему дали Нобелевскую премию. Ему Нобелевскую премию как бы, значит, обещали. Никто не обещал, но как будто все там говорили ему должны дать. Он 5 войн прекратил, 5, 7 или 8 сейчас хочет остановить. Но в любом случае ему не дали эту Нобелевскую премию, и он очень расстроен. Мы это видим. Мне бы казалось, что ему можно было бы и дать эту Нобелевскую премию авансом. Как помните, Барак Обама пришел к власти, и сразу ему дали Нобелевскую премию на 3-й день или на 1-й неделе. И все говорили, это ему, мол, это авансом дают такую Нобелевскую премию. Но, видимо, здесь Трамп где-то, значит, перегнул палку, когда он пытался захватить те или иные там страны, территории, говорил, что он там наведет везде порядок. И, наверное, напугало членов Нобелевской команды,
И они ожидают, что он эту премию заработает в следующем году. Я так думаю. Ну так, и такая вот здесь предпосылка, люди и политики об этом говорят. Ну, а премию дали одной женщине из Венесуэлы, которая борется за права человека, за демократию. А Трамп оказался не демократом. Вот в чем вопрос получается. Видимо, вот вокруг этого вот вся ситуация. Ну, что теперь поделаешь? Но все равно Трамп там как-то обнадеживающе себя говорил, я там то-то, то-то, а ему дали, этому не дали. Ну, в общем, это как-то не особо играет роли с точки зрения международной обстановки. Но в данном случае, потому что президент Соединенных Штатов об этом говорит, и оно как-то может повлиять на ситуацию. И даже Украина, сам этот Зеленский президент, тоже вот что-то хотел, мы могли бы дать, мы могли бы это сказать. В общем, не до конца как бы постарался, чтобы это сделать. И русские здесь пляшут, и, ну, я образно говорю, пляшут, радуются. Вот теперь он, мол, это, Трамп покажет Зеленскому. Ну, как, знаете, как песочник, как говорят, вот дети спорят, типа такого. Действительно, люди, которые выросли уже в таких годах, они все равно этим как бы детством все же себя выплескивают, получается так. Ну, это человеческая такая страсть, скорее всего. Ну, что дальше? Дальше еще более интересные вещи. Как вот говорят, рухнули цены на нефть, которую добывают в мире, так, особенно те, которые добывают нефть в Америке, цены рухнули до 5%. Это очень ударило по Трампу, и ситуация такая, что откуда все это взялось? Ну, начали думать, гадать. Вернее, я это шучу, не гадать, а сразу стало понятно. Оказывается, Китай, Си Цзиньпин, руководитель Китая, они начали распространять по всему миру письма, что они, ну, снижают, значит, общение с Америкой и редкоземельные металлы, которые являются, ну, такими вот дефицитными металлами, за которые борется Трамп, и которые они дают Америке, что они снижают количество поступлений, я так понял, или снижают цены. По крайней мере, уменьшают цены, и при том они еще разослали письма другим странам мира, в которых они начали угрожать этим странам, которые получают от них эти металлы, что если они будут передавать их Америке, то они, мол, им покажут. Вот такая ситуация. И здесь вот это, конечно, связано с тем, что Китай, он как бы делает атаку сейчас. Говорит. Атака какая? Ну, это говорят не только одни там и пишут, и говорят, и разные точки зрения, что Китай действительно сейчас стремится выйти на передовую линию в мире. То есть Трамп там выступил в ООН, начал говорить, что вы нам типа не нужны, не прямо, что вы там чуть ли не это зря хлеб кушаете и все такое. И другие вопросы, которые он поднимает и говорит, что надо вот так делать, не придерживаясь в принципе современного международного права. Но в большинстве случаев у него это все происходит, видимо, не столько по той причине, что это делает. Он это делает заявление, а потом это дело, он как бы отходит от этого и начинает действовать в сторону, значит, соблюдения вот этих принципов международного права. То есть сейчас как бы, значит, ситуация здесь непонятная. Он пытался в то же время, мы все были недовольны тем, что он так сильно пытался решить вопрос в пользу Кремля. И, видимо, у него были свои догадки или свои расчеты, что он остановит войну здесь и
Россия и Китай, то есть Украина, они успокоятся, заморозят этот конфликт, и все будет нормально. Но здесь вопрос такой, что, оказывается, теперь открыто уже можно говорить о том, что Китай уже не прячется, а открыто уже действует. Он даже вот эти вот 2-3 дня назад, что были удары, мощные удары по западной части, тем 7-8 областей, я уже не говорю за вчерашние, так, там, оказывается, это китайские спутники, разведчики давали вот эти ориентировку российским, в общем, властям для того, чтобы они били, ну, военным. И это расчет был американский и других, которые выяснили, и европейские тоже об этом говорят, что они выяснили, оказывается, российский спутник к этому времени не могли подойти, хотя российские говорят, у нас и свои это есть, нам от чужих не надо, но на самом деле в этот момент, когда они это ударили, эти все расчеты могли дать только китайские спутники, китайская власть. То есть китайцы теперь как будто бы скрывавшие свое участие в этом конфликте, в этой войне, теперь как становятся полноправными, в кавычках я скажу, участники этих военных действий, помогая России, чтобы он здесь, как бы, значит, Кремль, мол, победил. А здесь они ставят под основу такую, что если в этом случае Россия победит, и в случае, если вот учитывать те моменты, которые были предпринимались, скажем, в свое время вот по каким-то причинам, которые неведомы нам до сих пор, хотя мы можем о чем-то догадываться, вот отношение к Организации Объединенных Наций, отношение к, там, скажем, Европейскому Союзу, пытаться санкции, но против них поднять и все такое. Все это как бы приводило к тому, что Китай почувствовал, что он может перехватить инициативу и стать первой державой мира. Он к себе зазывает уже, и даже он европейцев, вот, ездили туда европейские лидеры в Китай, тоже он говорит, давайте вот с Трампом ни о чем не договоришь, давайте с нами, мы будем здесь порядок держать, мы будем решать, то есть Америка, Южная, потом Африка, с Россией, тем более, что они вот так вот нефть у них покупают. И даже они сейчас, вот как вот здесь выразился один из блогеров известный, что, оказывается, они решили добывать эту нефть уже сами китайцы. То есть Россия им дает это месторождение, Газ, они нефть, да. добывают его и сами будут продавать и по бросовым ценам. Вот такая ситуация складывается в мире. Ну и понятно, что здесь настроение у Трампа очень и очень, конечно, такое нехорошее. И это может дать какой-то отрицательный результат, скажем, на каком-то этапе вот между Украиной и Россией, что, то есть в борьбе против агрессии. Где-то он может, ну, подозревает. Я-то не думаю так, потому что Трамп сказал, ничего, это сделано, они решили так, это их дело с этой, как его, Нобелевской премией. В общем, вот такая, если коротко, общая ситуация в мире, Аслан. Давай тогда вопросы-ответы, чтобы много мы не рассказывали с тобой. Пусть Да. да, через пол поговорим. Аят, Мгм. вот сейчас все радуются, что заложники будут отпущены, что задержанные, находящиеся в израильских тюрьмах, тоже будут возвращены, там до 2000 человек, там некоторые говорят, около 20-40 человек из палестинского плена будет освобождено. И вроде бы как бы Хамас сказал, что он не будет участвовать в жизни управления сектором Газа, но власть должна перейти палестинцам, под контролем палестинцев остаться, что они отходят в сторону, ну как бы так пока, предварительно. Как вы считаете, Аят, вот то, что сейчас делает Хамас, фактически он первый раз за все это время, на мой взгляд, думает о народе, который он же сам подставил под эти бомбы, спровоцировал и все остальное сделал.
И сейчас как будто бы кажется, что он спасает свой народ, идя на уступки, которые спасут арабов сектора Газа от бомб, продолжающихся бомбардировок, войны и всего остального. Как вы считаете, если это так, для России это плохо, потому что некоторые российские пропагандисты уже как-то сбавили свою спесь, они вначале там до побед, до последнего араба будем воевать, там такие речи были, теперь они уже начинают объяснять это все. И вот пока еще не могу понять, что вы думаете по этому поводу, Аят? Ну, если что я думаю, что это конфликт, это будет перемирие, я так думаю. Перемирие. Не мир, а перемирие. А чтобы здесь было полностью все это как бы решено, здесь должен быть подписан мирный договор между сторонами, должна быть создана палестинское государство, и в этом отношении должны быть какие-то четкие, ясные, значит, позиции обозначены с гарантией, которые будут им давать, допустим, Запад и Америка. Если это все вот так вот будет, и то, что Хамас заявляет, он заявляет, насколько я понимаю, не так, чтобы вот он хочет, чтобы народ избирал. Там они выбрали какое-то количество людей, до полусотни человек, и часть из них будут хамасовцы, а остальные будут, ну, конкретно они выбрали людей. Вот такой я тоже вот этот слышал, читал там. Что они там сделают? Ведь в Израиле тоже есть противодействие. Там тоже выступает против того, чтобы создать это государство, что оно не может быть. Если будет создаваться это государство, то пойдет речь о Голландских высотах, пойдет речь о территориях, которые Израиль раньше захватил. Это очень сложный вопрос, и одним махом его не решишь. Видимо, в первую очередь это будет вопрос перемирия. Я так думаю, Слава. Мгм. Если будут перемирия из прошлого опыта, я заметил такую интересную вещь. Как только начинается перемирие, в Европе начинают происходить теракты против евреев, против израильского посольства. Например, в прошлом году 18-летний парень, которого российские спецслужбы пытались использовать для теракта против еврейского посольства здесь, в Германии, был задержан. Как вы считаете, если будет перемирие, не начнет ли Россия проводить теракты под свои подконтрольные или полезные товарищи, которых она использует, теракты? Как вы считаете, это возможно? Я думаю, что это уже видно будет, какой вариант будет заключен. И Трамп собирается сюда ехать, это после этого мы можем сказать. Если будет перемирие, да. Если будет мир, то тогда за это будут уж гарантии давать с обеих сторон. Тогда, может быть, это будет не так. Но все равно, пока вот эта ситуация, как говорится, устаканится, время должно пройти много, потому что столько пролито крови, столько взаимной ненависти, это мы понимаем. И Россия в этом случае, там Путин тоже заявил, что мы поддержим это, мы согласны с этим. Вот они были здесь, где в Душанбе, были на конференции, где там они общались, говорили, вот эти 10 стран там представители, даже в том числе Армения, Азербайджан, ну и там они все обнимались, даже с Путиным обнимались эти двое, так? Так что здесь это же политика, это же такое хитрое дело, интересы свои пытается защитить, отстоять. Так что здесь вот что я думаю пока. Мгм. Чарли задает вопрос. Уважаемый Аят, я неоднократно натыкался на стримы палестинцев, которые поддерживают русских и боготворят до сих пор активные среди них марксистско-ленинскую идеологию. Дорогой Аят, как любят повторять русские, Восток дело тонкое. Почему мы не видим, там палестинцы совершают коллективные намазы и не взывают к Аллаху, если они настолько святые среди всех мусульман?
Палестинцы не носят даже бороды и не проявляют терпения, как подобает настоящим мусульманину. Может быть, здесь дело не в религии, а в идеологии, за которыми стоят империи. Ну, в принципе, можно сказать, что религия, вера – это мировоззрение человека, это вера его Всевышнего. А религии, они разные. По сути, должно было, если вера, то одна должна была быть и религия в целом во всем мире. А их Мгм. много. И в этих религиях еще разночтения, много-много движений. У христиан, у иудеев и у мусульман. Посмотрите. Поэтому, исходя из этого, мы можем говорить, что здесь, в первую очередь, когда Россия нас бомбила, убивала день и ночь, и весь мир от нас отворачивался, и мы бывали с этими, посылали своих гонцов туда, ни Мгм. одна арабская страна, ни одна мусульманская страна даже слова не сказала. А Хамас так поехал вообще в Москву, мы это не забываем. И начал там говорить, что чеченцы не надо выходить, чеченцы не надо выходить из России, вы должны быть частью России. Они так говорили. Хотя мы никогда не входили в эту Россию, и никогда, значит, когда ее создавали, 31 марта 92 года, мы не участвовали, а почему они не говорили об этом другим, скажем, всем государствам, которые вышли из Советского Союза? А нам говорили это. И мы, наши люди мусульмане, они тоже как бы мусульмане. Так что же это за братство было религиозное? Это не религиозное было, это здесь была политика, это была идеология, это была экономика. Вот что это было. А мы всегда думаем, что все, что мы говорим, это на второй план. Ведь все, что мы делаем, все, что мы творим, это же основано на экономических процессах, которые необходимы. Человек должен вначале покушать, прежде чем что-то делать и думать. Если он не покушает, он уже все. Он уже думает иначе. Он думает только о том, как покушать, а все остальное его потом, как бы, значит, на второй план. Даже лев, который такой мощный, царь зверей, если он голодный, то он превращается в котенка. Мы же знаем это. Так что ситуация это лежит в этих корнях все. Ну, мне так вот это представляется и видится. Здесь они могут, то, что они поддерживают Маркса, Ленина, коммунистов, здесь у них разночтений нету, потому что исламский мир тоже, как и коммунисты, хотят весь мир сделать исламским. И коммунисты хотели сделать весь мир исламским. Но давайте, значит, чтобы это было так вот, не делать из этого какую-то политику военную и не стараться вот, чего добился, скажем, СССР, который все, что он делал после Второй мировой войны, то готовил только танки, атомное вооружение, миллионы людей в ГУЛАГах держал бесплатно, заставлял их работать. Вот эта ситуация. А здесь сейчас, конечно, есть свой такой, присущий среднеазиатскому или южному, скажем, региону мира вот эти процессы идут своеобразно, потому что там другая погода, другие традиции. Вот что мне кажется в основном. Мгм. Как известно, Аят, конфликт, который разгорелся на палестинской земле, произошел много десятилетий назад, и это было противостояние двух цивилизаций, двух миров: коммунистического, социалистического блока и демократического и рыночной экономики. И все это время Россия обучала, все руководители Хамас, Хизбаллы, ну, разных других исламских джихадов, там разных вот этих террористических организаций, очень хорошо говорят на русском языке. Многие получали образование в Москве и так далее. Раньше они были, как правильно заметил Чарли, они были марксистами, они ну, про ислам не говорили. И только вот в конце, после развала Советского Союза, когда Россия вышла из Афганистана и набралась немножко опыта общения с афганскими маджахедами, она начала, видимо, продвигать вот этот нарратив, такой вот такой мусульманский нарратив под этим видом.
И мы знаем, что нападение произошло 7 октября, день рождения Путина. Мы знаем, что там присутствовала русская речь непосредственно у исполнителей вот этого террористического акта геноцида 7 октября 23 года. Мы знаем, что на протяжении всего этого времени Россия поддерживает вот этих террористов из Хамас. И ну, много вот этих вещей, которые прям сами еврейские, израильские политики прямо говорили, что Россия ответит за это и так далее, и так далее. И резко меняется риторика и меняется нарратив. Русские перестают упоминаться вообще или только очень редко у каких-нибудь там отдельных евреев, отдельных израильтян. Но все время начинают говорить про мусульман, мусульман, мусульман. Хотя это вчерашние марксисты, и к исламу как таковому они отношения, хамасовцы и другие, мало имеют. Вот, по крайней мере, то, что написано в Коране, они точно этого не следуют. Чем объясняется, как вы думаете, на ваш взгляд, то, что вот этот такой нарратив просто как будто Россию выключили вот так? Все, ее нет, и есть только какая-то мусульманская угроза, исламская угроза. В Америке об этом говорят, исламская угроза. Хотя в Америке меньше процента проживает мусульман. Какую угрозу там они могут представить, я просто не могу понять. Можете мне помочь разобраться с этим, Майя? Ну, что сказать, здесь понятно, что исламские вот эти страны, они образовались, многие страны образовались после Второй мировой войны, специально вот они образовались, их многие не были, до этого была там... И Британия, кстати, очень способствовала этому. Да. Они это... И эти страны, собственно говоря, в экономическом, в политическом, техническом плане слабо развиты, но у них вот появилась нефть, и в основном они, значит, сейчас строят какие-то дороги, строят дома, обживаются. Они начинают сейчас вот поднимать голос, так, эти исламские страны. С ними идут на какой-то вот ход, их используют в качестве переднего щита. Да, используют в качестве переднего такого ударного кулака. И одна, и другая сторона, две системы, которые были в мире, то Запад их использовал, помнишь, в это Афганистан, так? Потом вот это Египет, шестидневная война до этого, и другие вот эти все страны, они, эти страны, которые вот Ливия, другие страны, которые по всему Северной Африке, они тоже были страны, которые только вот как бы становление пошло. Страны, но имеют свою старую древнюю культуру, имеют свои традиции, но не оформившиеся в современных условиях. Потому что в современных условиях, посмотри, на Западе и в Америке здесь вот развито научно-технический прогресс. Хотя когда-то эти исламские страны, которые были раньше в другой форме, они очень сильно вот тогда вот повлияли на развитие и науки, техники, математики, философии, медицины. Это все было. Но это настолько ушло далеко, что вот эти... 1500 лет назад. Да, которые вот эти все вот остались в такой ситуации. И здесь развитие, ну, колоссально идет вперед, потому что здесь свобода личности, свобода слова, свобода там экономическая. В этом плане здесь все вот как бы устроено на Западе, и да, это давало условия развития науки, техники. То есть была свобода для того, чтобы в конкурентной основе создать те или иные научно-технические и передовые технологии и, скажем, науку, технику, философию развивать. А в этих странах они только на религиозной основе, на том, что есть где-то, когда где-то что-то науку открывает, они говорят, вот это написано там в Коране и Библии, это было, они говорят. Да, может, это там было, потому что в прошлые времена тоже это знали. Может быть, это от Всевышнего в Коране. Может быть, это, конечно, можно как-то сопоставить. Но что оно было там, это же недостаточно для вас, скажем, ну, для так отстающей страны. Необходимо, что вот возьмите вот
Тайвань, возьмите другие страны, Японию или Южную Корею, которая сильно развивает свою научно-техническую, значит, базу, и они одни из передовых стран в целом, так? А здесь вот в этих странах этого не было. И когда вот они были готовы только там где-то что-то сделать, но их всегда ставили вперед щит, чтобы потом перевести стрелки на них, на этих мусульман радикальных, или используя их, их обеспечили, им давали деньги, конечно, их направляли, здесь нет сомнений в этом. Вот Сирии, помните как вот, кто там заправлял тогда? Кто их наускивал? Кто там Кто создавал вооружен? вот эти вот все эти? Кто создавал это все? Кто подпитывал? Это большие страны воспитывали, подпитывали их и защищая через них свои интересы, потом за ними, может быть, сказать, скрываясь, а потом, когда они перестали их финансировать, они все раз и исчезли. Вот что это было по самом деле, и это и есть и сейчас. Когда эти страны в научно-техническом прогрессе, в науке, технике, ну, скажем, во всех других областях будут на уровне, и они будут подниматься, а они сейчас поднимаются. Посмотрите, как активно развивается Индия, Китай, как оно становится на ноги, да, как становится Малайзия, там Индонезия, вот эти страны, посмотрите, как они развиваются и идут, там у них уже дела совершенно другие, больше, чем даже. Или возьмите этот Пакистан тоже, он тоже, видишь, атомная бомба у них своя, Саудовская Аравия, эти страны вот начинают вот как бы на ноги становиться. Но они опасаются, что в этой большой вот этой схватке они могут потерять свою власть, они опасаются сейчас. А вот как сейчас Сирия, раз эта Сирия исчезла, в смысле то, что там сидели, другие пришли, а в целом, может быть, сейчас может трансформироваться все, если международное право, которое сейчас есть, оно будет рухнет, то может все как-то и поменяться. Вот в чем дело. Для этого важно для нас, допустим, для чеченского народа, важно сохранить правовую базу нашего государства. То, что мы создали свое государство. То, что у нас хочет отнять сегодня Кремль, то, что у нас хотят отнять наши враги, и то, что против нас в этом действуют агенты влияния из нашей среды. Допустим, чеченцы, которые работают на Кремль. А в каждой стране есть люди, которые работают на сторону врага. Вот они здесь есть и на Западе, есть и там на оккупированной территории. Вот такая ситуация, Слава. Мгм. Ясно. Спасибо. Мгм. Так, друзья, задавайте вопросы. Давайте вопросы. Всем там, кто будет проявлять здесь фашизм на канале, кто там будет проявлять там исламофобию, антисемитизм, украинофобию, я буду банить, понимаете? Вы мне тут не пишите. Идите, у вас есть свои площадки, там свой фашизм разводите, там все остальное разводите. Здесь нельзя. Аят, вот сейчас есть, ну, есть, мы много об этом говорили, вы об этом много говорили, про симулякры, которые подменяют наши законные власти, пытаются подменить нашу законную власть. И есть разные вот эти люди, которые вот сейчас выступают, говорят от имени Ичкерии, там где-то ОБСЕ приходят, говорят. То есть эти люди фактически дискредитируют чеченскую власть, и они таким образом еще пытаются узурпировать эту власть, обмануть чеченцев, представив себя как бы защитниками чеченских интересов, защитниками чеченского народа. По факту же это предатели, работающие на Кремль, которые прекрасно осознают, что делают. Неоднократно они были разоблачены в этом. Мы об этом говорили, но они продолжают. Сейчас в ОБСЕ там одна есть дама, она поехала, там встречается, там общается, рассказывает. Там, ну и так называемые разные люди из театральной труппы Ахмеда Закаева, они продолжают играть свою игру и обманывать нас. Все об этом знают, бедный чеченский народ.
не все знают, но вот они продолжают этим заниматься. Аят, что вы по этому поводу думаете? Кто их финансирует и почему вот эти люди здесь так свободно, хотя вроде бы все борются с Россией, но представители российской старой советской номенклатуры продолжают свои деяния здесь. Но здесь мы хорошо это понимаем, что это такое. Самое здесь плохое это то, что они обманывают наших людей. Наших, я имею в виду граждан Чеченской Республики, которые находятся сейчас в зарубежье, и граждане, которые находятся на территории нашей республики сегодня. Обман заключается в том, что эти люди, еще будучи, еще когда шла война, 91-й, 2-й, 4-й, 5-й, 7-й, 9-й годы, когда на нас нападала Россия, еще тогда они проявляли вот это свое предательство тогда, но мы тогда были слишком в этом направлении наивны, и мы считали, что если это люди нашего государства, или если это чеченцы, то чеченцы не будут ничто делать. Ну, а выяснилось, что такие методы, они не то что не делаются, они находятся под пятой у этой империи, и они эту работу проводят. Они еще там проводили эту работу, на переговорах, на встречах, в военных действиях. Некоторые чеченцы были на стороне, те, которые предатели, были на стороне Кремля и против нас, как бы против нашего государства воевали. Сейчас, оказавшись на Западе, люди – это беженцы, в том числе и этот персонаж, о котором ты говоришь, они давно, значит, проявили себя, будучи в некоторых должностях, они проявили себя открыто в принятии тех или иных законов, о которых мы много, значит, напечатали, говорили. Они не имеют никакого отношения к нашему государству, потому что они открыто в 2001 году, 2002 году, потом в 2003 году, потом в 2007 году, потом в других годах. И притом на международной арене есть специальные даже документы, в которых они открыто заявляли, что что территория нашей республики является частью России. И некоторые там блогеры тоже здесь, которые сейчас себя изображают сторонник нашего государства, все время говорили, что нашего государства нет, что оно ушло в прошлое, все это не нужно говорить, история, значит, и что мы и террористы, и сепаратисты, говорили они. Теперь они вдруг перекрасились в разного рода деятелей, и как будто бы они борются за демократию, связались с этой русской, скажем, либеральной оппозицией, так называемой, так, которая здесь находится на Западе. Среди них тоже русские, тоже есть заблудшие, конечно, так, но они каким-то странным образом связались, они связались и с теми, которые еще будучи у нас дома, когда мы знали, кто они такие, они с ними снова здесь вот нет, да нет, где-то там на фотографиях, где-то на каких-то конференциях мелькает, объединяется, ходит там и показывает себя. Это еще ничего. Главное, что это можно как бы, значит, сказать, это было случайно. Главное нет. Главное то, что все принимаем ими документы, все, что принимается, им является прорусскими, проимперскими. Поэтому вот эти вот люди, о которых ты говоришь, они выступают от Чеченской республики Ичкерия, это подобно тому, что, вот, к примеру, я вот думаю, если бы вот я вот здесь рассказывал одной нашей родственнице, которая мне об этом говорила, я говорил, ты подумай, я говорю, какая ситуация. Вот тебя зовут там Марьян, вот Марьян. Ты сидишь дома, а какие-то люди, какая-то женщина где-то ходит и везде от имени тебя выступает и говорит, что это ты. Это то же самое, что они делают. Они не имеют никакого отношения. Ты как будешь к этому относиться? Она говорит, моя родственница, только я это не позволю, это же незаконно. Я говорю, точно так же и эти делают. Они никакой основы не имеют в этом нашем вопросе, в вопросе нашего народа, они не имеют никакого отношения, они занимаются вот этими делами.
вот эта девушка или эти женщины, о которых ты говоришь, которые выступают, они могут и не понимать, что это такое. Но самая главная ошибка в другом. Они закрыты между собой и поступают как какая-то, значит, там, ну, скажем, какая-нибудь там группировка тайно между собой вот это все говорят, между собой все это мусолят и не хотят вот эти вопросы обсуждать скрыто. Называют меня или тебя или других, кто на этой позиции стоит, называют бандитами, предателями или еще какие-то, что там деньги своровали, что угодно не говорят, на самом деле не могут привести никакой основы. Вот такая ситуация. Вот в этом-то и беда все. Наша задача сейчас рассказать нашим людям, всем чеченцам, не чеченцам, нашим гражданам и нашим друзьям, что вот это все, что творится на Западе, это вот группа людей, это как крысы, они еще между собой спорят. Они как крысы в банке между собой. Я еще тебе вот как-то говорил, по-моему, они как крысы банки за рубеж с собой и себя изображают власть нашего народа. Они не имеют никакого отношения к нашей власти, Чеченской Республики Ичкерия, а от имени Чеченской Республики говорят хорошие вещи. Вот они хорошо говорят, вот то-то, 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 то-то. Но сами-то они кто? Они, как и в прошлый раз, когда я называл эти года, там, где они принимали решение, что мы часть России, они в один момент, они сегодня работают только для того, чтобы мы, настоящие наши лидеры, настоящие наши люди с полномочием от нашего государства, чтобы эти люди заткнуть их, чтобы не дать их, чтобы наше слово не прошло. То есть не дать, чтобы прошло слово нашего народа о том, что мы создали свое государство, а ведь их называют, также их называют, что они незаконные и все такое, а на самом деле им дают площадки, везде из них носятся. Вот что это такое. Поэтому наша задача спокойно разъяснить. Вот один вопрос, вот второй вопрос, третий вопрос. Давайте любой вопрос по их поведению или по нашему поведению или по поведению других мы можем разложить, оно все открыто и есть. На это они не могут пойти. Почему? Потому что они знают, чья кошка села в мясо и знают, чем они занимаются. Вот в этом вся причина. И я вот призываю вот те, которые выступают там, какие-то там министры их, какие-то там или представители, вы не можете быть представители, потому что те, кто организовал вот это все, начиная с тех годов, которые я говорю, никакого отношения не имеет, потому что власть, которая была избрана нашим народом, еще в 91 году, а потом в 97 году была переизбрана, к этой власти они не имеют отношения, и об этом они открыто сами говорят. Посмотрите вот эти видео, посмотрите вот эти высказывания, посмотрите документы, которые они принимают. Именно в этом вся причина. И поэтому вот сейчас призываем наших людей, призываем наших друзей, что поняли. И когда эти люди работают, скажем, в Европе или в той же Украине и занимаются этими делами, чтобы завтра они не имели, мы сегодня говорим, и говорили уже несколько лет назад, что нельзя вот с этими агентурой Кремля, которые рядится под нашу власть, с ними вот эти вопросы обсуждать и решать. Наверное, с ними они ведут какую-то свою политику, я так думаю, на Западе, потому что Запад тоже имеет свою политику, они сразу что-то не делают. Но с другой стороны, непонятно иногда бывает, когда они используют нашу, скажем, молодежь и пускают их в расход, а потом на весь народ эти ярлыки кидает. Это для нас очень неприятно и очень вредно для будущего нашего народа. Аслан. Аслан? Слышишь меня? Да, я слышу. Аят, вот хотел бы вот в этом контексте также обсудить, что вот эти люди, которые пытаются здесь, в Европе, изображать из себя ичкерийскую власть, которую абсолютно просто 0%, 0,01% чеченцев поддерживают, и то те, кто в доле, либо те, кто работают на Россию. Ну, есть, конечно, люди, которые вот 0,1%, которые обмануты и поддерживают их.
заблуждаются, потому что, хотя мы Да, разъясняем, в основном есть, конечно, многие из них, извини, и многие из них, которые они их обманывают, этих людей, да, по родственным чувствам, по знакомству. Там, ты же знаешь, традиции как там, не сказать лишнее, пока не выяснишь, пока это, там, родственные отношения. Но как бы то ни было, если на этот путь, который вот есть, мы не станем жестко, отрубая, я имею в виду, отсекая вот эти разговоры, то нам в конечном итоге здесь в мире будет очень тяжело, еще хуже будет. Мы должны этот вопрос понять. Мы не должны давать себя обманывать. Ни под каким знаменем, ни под коммунистическим, ни под идеологическим, ни под религиозным. Мы должны четко и ясно понимать, что наш народ в рамках современного международного права создал свое государство. А сейчас вести разговор о том, что его не было и не должно было быть, и что мы сепаратисты, еще что такое, это вообще не должно приниматься и близко. мгм. Это открыто против нас, это будущее, кровь, которая будет литься против нашего народа. Это нельзя позволять. То есть права и вот эта основа должна быть строго, жестко значит, сохраняться для будущего нашего народа и для наших детей. Вот так. Совершенно верно. И нам, простым гражданам, нам не нужны люди, которые а, предают наши интересы и затем будут нами торговать, как это происходит в многих постсоветских республиках, где к власти приходит старая советская номенклатура и торгует своим же народом. Нам нужны Да. люди, которые будут за нас а, всеми, как говорится, способами, методами бороться. И как это доказала наша власть, которая погибала, сражалась, побеждала и все равно несла это тяжелое бремя. Нам нужна такая власть, а не какие-нибудь симулякры, которые решили озолотиться, заработать на этом деле. Типа они самые умные, самые хитрые, и кого, если они обманули человека, им кажется, что они умные. Нет, просто они чуть-чуть больше доверия получили, чем заслуживали. И просто после одного раза, второй раз чеченцев. Именно поэтому чеченцев не обмануть, и за Закаевым не идут ни толпы, хотя столько рекламы, столько денег вкладывается, столько абсолютно бесполезных движений наводят эти люди, и все равно народ не идет. Почему-то, как-то странно, да? Это чеченский народ, это народ, который Да, это все анализирует. уже давно это ясно с давних пор. Я им говорил и предлагал отказаться, признать свои ошибки и начать вместе работать. Но они уже не могут это делать, у них нет обратной дороги. Вот в Нет, чем дело. наверное, А любого. люди, которые за ними идут, они должны понимать, что в конечном итоге это им тоже будет, как говорится, не сахар от этого. Потому Да. что вы будете чувствовать, когда в будущем вот эта ситуация, посмотрите в миру, как она развивается, вот на уровне больших государств, как она развивается. Посмотрите, где наше место в этом деле. Самое главное, что мы должны делать. Вот я беседовал с нашими друзьями некоторые, они тоже говорят это, что самое главное, что должен сегодня, значит, над чем должен бороться чеченский народ, это сохранить правовую базу создания нашего государства на основе решений, единственного решения нашего народа в рамках современного международного права. И сохранить, потому что вот это то, что будет, оно останется. А все остальное это будут как бы сошедшие с рельсы незаконные дела, Да. вот которые вот эти все люди здесь творят, придумывают, рассказывают разного рода, значит, небылицы. Это уже для нас будет во вред. Да, Слава. Ага, спасибо, Аят. И еще касательно Кавказа, скажем так, касательно, может быть, отчасти нашей темы. Произошел уже давно известно, что Путин, ФСБ сажает военных, разных там ослушавшихся генералов, там самых там уважаемых, самых их там дорогих, любимых, Лапин, Иванов, там разные генералы уже залетают и в тюрьмы, и отстраняются от должности. И также известно, что сделали с Уткиным, ЧВК «Вагнер», который возглавлял.
ну и так далее. И сейчас ФСБ на территории Чеченской Республики Ичкерия и Владимир Шаманов устроили перепалку. И вроде бы, ну, ничего особенного там не сказано, там никаких супер изменений на какие-то супер чеченские названия, тоже каких-то, просто населенный пункт, станицы, села переименовываются в город, чтобы потом, как говорит вот эта оккупационная администрация, что они там будут строить из этого города. И такой вот ажиотаж подняли из этого. И, по всей видимости, это такие далеко идущие шаги, не просто как-то они поспорили и замолчали, и публично об этом не говорят. Но это еще эскалируется, накручивается. Там сейчас выступил один там Савельев, по-моему, там один, ну, такой матерый фашист такой. Он выступил, просто оскорблял Кадырова только так. Ну вот человека Путина, и Путина они уже оскорбляют, кто-то прямо, кто-то косвенно и так далее. Как вы думаете, Аят, сейчас вот они пытаются накручивать ситуацию, там начали запускать слухи о том, что всех будут призывать, всех матери не отдавайте детей и так далее. И такое впечатление, что, хотя об этом много не говорят и вроде бы так публично не афишируется на эту тему, но такое впечатление складывается, что какую-то движуху они там начинают и в самой временно оккупированной Ичкерии, и как бы, может быть, это спектакль между военными и ФСБ, может быть, военные решили начать наступление на Кадырова, которого хотели бы убрать, чтобы ослабить Путина. Вот что происходит, Аят? Это спектакль, симулятор или реально ФСБ, военные начинают конфликтовать и, как обычно, начинают с нашей республики многострадальной? Ну, что здесь можно сказать? Пусть они все передерутся, и в Москве, и в Грозном, и, скажем, в Петербурге, все передерутся, и пусть они, значит, вообще уйдут от власти. Вот что можно сказать. Здесь нельзя никакую там сторону занимать. Это все имперские служители, и мы не хотим в этом участвовать. Вот что можно сказать. Единственное, что можно сказать нашему народу, нашим людям, старайтесь, как бы то ни было, какими-то любыми путями не идти на эту войну, не воевать против Украины. А если пошли, значит, не надо против украинцев биться, убивать их не надо. Поймите, что как вы можете убивать их, когда эти вот приходили к нам и убивали наших людей. Вот я сегодня выставил один ролик, как они наших парней хватали, избивали, в вагончик ставили, как они били, издевались над нашими людьми, а потом около 20 тысяч наших людей они забрали и в тюрьмы и гноят уже 20-25 лет. И если кто-то выходит из тюрем этих, так, то или калеками, или уже непригодными для жизни людей. Вот что они делают. А мы еще идем, и соседи нам братский украинский народ убивать. Учтите, я понимаю, что среди украинцев тоже были люди, которые приходили к нам убивать нас. Но мы не должны быть в числе тех, которые и наши были такие, так? Ну, в общем, целый народ должен понимать, что ситуация такая. Вот что можно сказать сейчас. Что там поменять, что изменится, будет зависеть от больших государств, которые сейчас вот так вот строят вот эту политику большую. Мы же видим, Китай, Россия, Индия, Америка, Европа. Вот здесь, как они себя ведут, мы должны здесь понимать, что ситуация не такая, как, допустим, мы можем себе предполагать. Мы должны смотреть и сильно наблюдать за этим и разбираться в этом, что дело и где наше место. Что может быть в этой России, которая сегодня преследует по национальным признакам, шовинизм на высшем уровне, что они только не творят из-за цвета кожи, из-за национальности или еще что-нибудь. Чего они только не придумывают. Это же человеконенавистническая политика в этой стране. Этот Путин, который вот так вот ведет себя в отношении той или иной там, замочим их в туалете, и все такое, мочиловка, и все придумал это. На нашей крови он пришел к этой власти, на крови своих людей, которые взрывал эти дома, все. На этой основе они пришли к власти. Поэтому здесь надо быть осторожными.
осторожны, мы должны понимать это все и своих людей вот здесь вот в этом плане, значит, информировать. Да, Мгм. Как говорится, пожелаем обеим сторонам успеха, так сказать. да. Да, пусть. Аят, вот здесь Эд задает вопрос. Аят, вы видели, как Путин отчитывался перед Ильхамом Алиевым? Что вы скажете? Я думаю, Путин просит помощи, потому что есть проблемы с бензином и так далее. Да, я видел это. Я видел это. Они там на Душанбе, когда встречались, там у них конференция СНГ была, и там они друг друга обнимались, там то все. То есть они сейчас ищут пути, Кремль ищет пути сгладить эту ситуацию и вернуть под свое влияние эти республики. И если, допустим, эта ситуация изменится в пользу России, то отношение к ним будет совершенно другое. Вот если они сейчас с Украиной смогут, как они говорят, победить, вот поэтому все эти наши усилия должны быть направлены на то, чтобы ни в коем случае не удалось Украине. И Запад это понимает, и Америка. Ну, сложности вопроса. И притом они же очень коварны, эти имперцы, которые сидят. Это спецслужбы, они очень коварны, умеют себя как-то ставить вопросы и вот рассматривать это. Мгм. Поэтому судьба может измениться. Я не думаю, что Азербайджан пойдет на попятную. Но не знаю, потому что и эти бывшие служители КГБ и спецслужб. Да-да, кстати говоря, и вот не знаю, насколько это достоверно или нет, потому что я это видел в ТикТоке, а сейчас много делается поддельных разных видео. Алиев немножко так поругивал США, так немножко начал какие-то там вещи говорить, что вот санкции, они не нужны России, санкции надо снять, и на нас тоже наложили незаконно когда-то Да-да. санкции и так далее. И вот в связи с этим этот конфликт, вот это примирение, когда тут явно сбит самолет, и этот самолет хотели сбить, чтобы обвинить в этом чеченцев. Чеченцы, так называемые чеченцы, племянник Рамзана Кадырова, взял на себя ответственность, сказал, что Кадыров сказал, что это, да, они там что-то там пытались сделать. И русские вначале говорили, что это там самолет, птица попала, что там нечаянно попались, пытались сбить украинские там, или что это не они совсем. При этом они не позволили самолету трижды сесть ни в Махачкале, ни в Грозном, ни в Минеральных водах. И вот, исходя вот из этого, как вы считаете, это нормально вот так? Вроде все знают, что целенаправленно сбить самолет, но сидит Путин, лжет и готов выплатить. Фактически им не удалось стравить чеченские и азербайджанские народы, но сейчас как будто этот вопрос все закрыт, этого нет, они друг друга там уже все уважают. И Алиев признался, что он поздравил на 7 октября с днем рождения Путина. И еще раз поздравил уже при личной встрече. Это такое политическое двуличие, Аят, или что-то поменялось? Может, они реально примирились? Это хорошо для их уровня, для их сути. Мгм. И для них это хорошо, для нас это плохо. Они здесь решают свои вопросы, там Да. вопросы власти и все такое. Вначале вот это демонстрировали, теперь это. Если бы ситуация там была напряженная, для нас это было бы хорошо. А здесь, видишь, они там как бы, значит, все обнимались, какие-то грамоты друг другу давали. Да, да. Это понятно. Так что они пытаются снова сгруппироваться. Да? Группироваться, снова где-то что-то делать, снова. Там это видно будет, это станет видно по поведению, по, значит, по делам это будет видно. Недолго, как говорится, ждать осталось, чтобы увидеть, что происходит и что будет. Хотя население, я вижу, Азербайджана и людей, которых я-то знаю, они очень резко высказываются в отношении Путина и России. Мгм. Ну, там посмотрим, что будет.
Ты знаешь, Аят, после того, что вот я увидел, мне показалось, что вот этот весь раздрай, который у них был, вот между ними, убили азербайджанцев каких-то, вроде бы за 20-25 лет, давние преступления, нашли людей, их просто, и говорят, очень жестоко, чуть ли не отрезая там органы, там пытали, жестоко убили этих двух братьев азербайджанцев. Сбили этот самолет, уничтожили там более 39-38 человек убили, и, и потом раз и примирились. И такое впечатление у меня возникло, это делалось не для того, чтобы именно с чеченцами поссорить азербайджанцев, не получилось. Сейчас рейсы не летают азербайджанские в Россию и временно оккупированную Ичкерию. И тогда получается, что ну, фактически что нужно опять примириться, чтобы снова устроить против азербайджанцев провокацию от имени чеченцев, и как бы русские при дружбе, а чеченцы враги азербайджанцев. Могло Я быть? думаю, что чеченцы и азербайджанцы враждовать не будут. Это у них не Никогда. пройдет. Да. Да, Мула. И не пройдет это и с грузинами, не пройдет это и с Да, Мула. армянами. Мы здесь должны понять единство наше, единство мы должны понимать. Это не пройдет. И нас целенаправленно стравливают, Аят, и против Но грузин сейчас. это же так внутренняя такая вот борьба. Мы сейчас говорим о внутренних вот этих делах. Да, А в целом мы должны свои усилия и свое внимание сосредоточить на Украине. Там решается этот вопрос. Весь да, узел там. А это все, что мы говорим, это так, для пояснения, как говорится, отходы этой политики, это которые потом будут. А сейчас для нас главное решение вот сегодня решается в Украине. Вот так вот. Это, об этом все понимают, и все это понимают, и мы должны это понимать. Такая ситуация, Аслан. мгм. Ну что, завершим, Аслан? Уже час. Да, давайте, Аят, вы сказали час сегодня, давайте попробуем сегодня Давай. час. Друзья, если вопросы какие-то будут, пишите под видео, я их обязательно задам во вторник, когда будет стрим у нас, Аядов. Я пока Да, эфир не пожалуйста, могу. давайте задавайте вопросы, и будет это хорошо. Да, пишите под видео вот на сегодняшний наш стрим, и обязательно я эти вопросы, я передам их, перенесу их и во вторник их задам. И, конечно, приходите во вторник в это же время. Всего самого хорошего. Адикюль маш оль. Адек, всего хорошего всем. Адек, Адик да маш оль.